И я хочу передать следующее слово Александру Лямберту, представителю учреждения «Новая Евразия», который представит еще одну программу поддержки организационного развития. Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Лямберт Александр, да, и я сегодня выступаю от имени информационного просветительского учреждения «Новая Евразия». Задача у меня моего выступления достаточно простая. Я должен сделать анонс и презентацию кратенькую программы, которая стартует в ближайшее время, официально стартует в ближайшее время, а неофициально, я бы сказал, стартует прямо сейчас. Значит, программа по укреплению потенциала. Я писал сам? Мы можем тоже. Программа по укреплению потенциала. Просто сразу хотел бы сказать, что слушая сегодня начало наших ярмарок и выступления коллег, консультантов и тренеров, я вот очень хотел вступить в дискуссию, но потом думаю, ладно, возьму микрофон, у меня будет время оторваться по всем темам. Но на самом деле коротко. Я хотел бы сказать, что программы подобного рода, на мой взгляд, появляются действительно с двух сторон. С одной стороны их инициируют спонсоры, с одной стороны их инициируют лидеры общественного сектора, те, кто заказывали, говорили, что на сайте биржи 90% заявок именно от таких, и вроде как мода. Но с другой стороны звучала такая тенденция о том, что есть все такое неустойчивое, все меняется, все... Организации не чувствуют себя уверенными в этой ситуации. И в таком случае, мне кажется, что это некие реакция на вот эту сложную ситуацию, в которой организации пытаются схватиться за что-нибудь, и оргразвитие всегда звучит как что-то очень такое основательное, а главное очень умное, очень сложное, но обязательно то, что поможет. И, в общем-то, правильное предположение. Другой вопрос, что организации, которые претендуют на такую помощь, на такой процесс, не всегда действительно отдают себе отчет в том, что это требует от них собственного вклада, ресурсов. В первую очередь, даже не финансовых, а в первую очередь человеческих, временных, физических, интеллектуальных. И этого ресурса как раз у большинства не хватает, либо когда они вступают в этот процесс, в какой-то момент они начинают его экономить. И думать, что, в общем-то, может быть, и без этого можно обойтись. Главное только дойти до финала, потому что в финале, как правило, светят какие-нибудь еще и грантовые деньги. Тем не менее, такая программа, как эта, и еще есть некоторые другие программы, они рассчитаны в первую очередь на то, чтобы помочь организациям дать ресурсы физические, интеллектуальные, в лице профессиональных консультантов, в лице профессиональных тренеров, ну и, естественно, потом, за что это, в ответе за того, кого приручить, да? Если мы уже чего-то инициируем, то мы должны дальше и помочь каким-то образом это реализовать. Программа осуществляется при поддержке фонда Евразия за счет средств Агентства США по международному развитию. Спасибо им. Про Новую Евразию как учреждение я долго рассказывать не буду. На самом деле существует уже несколько лет. 7 лет, 8. И основные виды деятельности это как раз администрирование, инициирование поддержка различных проектов, а также оказание образовательной и технической помощи. И, собственно, к программе. Цели там они сформулированы, как обычно, достаточно сухо. Но смысл деятельности программы, он заключается в том, что она, во-первых, долгосрочная. Она рассчитана на несколько лет вперед, минимум на 3-4 года. Во-вторых, деятельность, которая предполагается внутри, она многокомпонентная. Она может разворачиваться последовательно, один компонент вслед за другим, а может развиваться параллельно. И вот первому компоненту, под названием консультационная поддержка, будет дан старт уже в декабре месяце. В любом случае, какой бы это ни был компонент, какая бы виды деятельности там ни намечались, есть общий принцип, что в любом компоненте организации смогут участвовать, или вообще все это будет организовано на принципе открытого конкурса. Все организации
желающие участвовать, должны будут податься в конкурс и таким образом на равных условиях и при внимательном участии получить эту поддержку. Мне очень приятно видеть в этом зале большое количество своих коллег-консультантов, но основной месседж вот этот, он адресован к организации. То есть к тем, кто может вступить в этот процесс вот в ближайшем декабре месяце. Следить надо за информацией, это будет на последнем слайде, на нашем сайте и на страничке Facebook от Агентства США по международному сотрудничеству. И в этом месте я тоже хотел сказать, еще раз отнестись к тому, что я услышал от консультантов, от наших коллег и экспертов, о той дилемме, кого включать в этот проект, кто может в нем участвовать. Потому что, с одной стороны, говорят, что есть достаточно узкий круг организаций, которые уже морально заросли, готовы вступать в этот процесс осознанно, ответственно и доводить его до конца. С другой стороны, без того, чтобы брать организации, и наоборот, малое количество организаций вообще существует, и поэтому надо бы работать даже с мелкими какими-то инициативами, недавно появившимися, для того, чтобы их поддержать. С другой стороны, организация, которая вступает в такой процесс и не дает себе отчет во всей сложности его, скорее всего, не дойдет до конца, ну или дойдет в очень формальном таком формате. И тогда то, что звучало, что 90% в результате написанных планов будут лежать на полке, столе, в общем, не будут реализовываться. Это очень дилемма для нас, как для организаторов, понять, с кем же нам надо работать. Конкретнее здесь. И поэтому очень важен в данном проекте первый компонент, который, собственно, консультационный. Участие в нем даст организациям вот ту самую поддержку интеллектуальную в лице наших экспертов, тренеров, консультантов, которыми организация пройдет вот этот этап анализа, оценки сегодняшней своей ситуации, тех проблем и тех вызовов, с которыми она работает, и сможет составить тот план, который они сами себе, собственно, захотят, и для которого они уже дозрели, чтобы его выполнять. И очень большая надежда, что именно этот план они реализуют, и он поможет выживать. Второй компонент, он предполагает финансирование. Опять-таки будет открытый конкурс, будут приглашены все организации, которые готовы представить некие планы развития, но понятно, что приоритетность в каком-то смысле будет тем, кто прошел через сопровождение консультационное на первом компоненте. Третий компонент – это вообще финансовая и техническая поддержка разных всяких, в этом смысле, совместных инициатив. То есть тут могут быть и отдельно взятые организации, и какие-то кооперация нескольких разных организаций для реализации вот, в области образования, профессиональном развитии и так далее, и так далее. Ну, еще есть третий, то есть четвертый, тут еще как бы не до конца проработан, мы его как бы не заявляем, в принципе, работа с экспертным сообществом. Мы собираемся работать вот уже на сайте биржи организационного развития. Кстати говоря, хотел сказать им большое спасибо вообще за возможность выступить публично и озвучить это все, а плюс к тому же разместить нашу информацию на своих ресурсах. В конце ноября будет семинар для тренеров, консультантов, тоже по вопросам развития, по вопросам инструментария. Так что для специалистов прошу обратите внимание, посмотрите, там тоже есть условия для участия. Вся деятельность, как я повторяю, все, что мы планируем, должно быть на уровне, на основе открытого конкурса. Ну, тут я уже коротко про это все сказал. И, ну, как бы очевидные, на мой взгляд, выгоды от участия в этом процессе для организации, особенно на первом этапе участия его, это то, что в организациях, кстати говоря, по опыту своему как консультантскому, очень часто сталкиваюсь с тем, что организации до того, как к ним пришел в организацию консультант, вообще, либо вообще не собирались, там, например, руководство с волонтерами, либо это делают так редко, что потом они говорят: о, как классно, что мы сели вообще и поговорили, да, про наши там общие проблемы, про наши цели, про наши задачи. Когда приходит консультант и будет организовывать вместе с организацией, соответственно, вот эту работу, то организация получит и улучшение коммуникации в организации, и систематизацию знаний, и разработку профессионального, составленного плана развития. Вся остальная информация будет вот на этих сайтах и на этих страничках. Если есть вопросы, обращайтесь, я здесь. Добро пожаловать к нам. Я очень надеюсь, что эта программа является своевременной и будет востребованной в
в организации. Всем спасибо. Спасибо большое, Александр.